На земле нет более почитаемого места, чем Мекка. По всем объективным меркам этот город – самое прославленное место на планете. 24 часа в сутки тысячи людей обходят Каабу. Она находится в центре мечети Аль-Харам. Ее фото украшает дома многих людей, и миллионы молящихся поворачиваются в ее сторону 5 раз в день. Кааба – центр Мекки. Это кубовидное построение в сердце самой посещаемой в мире мечети – мечети Аль-Харам. Оно окутано черным покрывалом, а вместе с ним и многовековой историей. В этом небольшом рассказе мы хотим познакомить вас с несколькими фактами из прошлого и настоящего Каабы, которых вы, возможно, еще не знали. Кааба перестраивалась несколько раз. Нынешняя Кааба – это не совсем то строение, которое возвели пророки Ибрахим и Исмаил, мир им и благословение Аллаха. Время от времени его приходилось восстанавливать после природных бедствий и человеческих разрушений. Всем нам известна история ее главного воссоздания, когда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, еще не был пророком. Тогда своим быстрым и гениальным решением он предотвратил кровопролитие арабских племен, споривших между собой о том, как лучше перестроить стены Каабы. С тех пор раз в несколько столетий Кааба переживала реконструкцию. Последнюю, основательную, провели относительно недавно, в 1996 году, когда пришлось заменить несколько камней, укрепить фундамент и крышу. Иншааллах, этого хватит еще на многие века. В Каабе было 2 двери и окно, а еще Кааба была разноцветной. Изначально существовала дверь для входа и еще одна дверь для выхода. Долгое время было и окно. В нынешнем варианте осталась только дверь. Кроме того, сейчас мы привыкли видеть Каабу, обернутой в черную кисву, ткань с золотыми надписями. Но раньше ее стену украшали разнообразные цвета – красный, зеленый и даже белый. Традиция покрывать Каабу черной тканью зародилась в эпоху аббасидов и сохранилась до наших дней. До сегодняшнего времени одно из мекканских племен распоряжается ключами Каабы. До времен пророка, мир ему и благословение Аллаха, каждый обряд хаджа проходил под контролем одной из групп племени Курайш. Ислам положил конец такой практике. Каждый паломник стал проводить свои обряды самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения. Завоевав Мекку, пророк, мир ему и благословение Аллаха, получил ключи от Каабы. Но вместо того, чтобы оставить их себе, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вернул ключи Усману ибн Тальхи из рода Бани Шейба. В их семье ключ передавался из поколения в поколение на протяжении веков, и пророк утвердил за ними роль хранителей ключей до конца времен. Никто не смеет идти против воли пророка, мир ему и благословение Аллаха. Будь то халиф, султан или король, каждому приходилось брать разрешение этой небольшой мекканской семьи, чтобы войти в Каабу. Кааба была открыта для всех. До недавнего времени, дважды в неделю, каждый имел возможность войти и совершить молитву внутри Каабы. Но быстрое увеличение числа паломников и другие факторы сделали такую практику невозможной. Сейчас Кааба открывается только дважды в год и только для особых гостей. Можно было кружить вокруг Каабы вплавь. Кааба находится в нижайшей точке долины и окружена горами, поэтому до возникновения систем контроля за наводнениями в Мекке время от времени случались потопы. Дни напролет Кааба стояла наполовину погруженная в воду. Думаете, это удержало верующих от тавафа? Нет, ни в коем случае. Возможно, подобной картины вживую мы больше не увидим. Хотя внутри Каабы можно молиться в любую сторону. Многих интересует, что же находится внутри Каабы. Люди довольствовались рассказами очевидцев, пока кто-то из посетителей не снял все на камеру телефона. И вот теперь любой желающий может найти в интернете видео об этом. Внутри Каабы белые мраморные стены и такой же белый мраморный пол. Существует 2 Каабы.
в небесах над Каабой находится место, которое посещают только ангелы. Оно называется Аль-Байт Аль-Мамур. О нем упоминается в Коране. О нем также говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха, в рассказе о своем ночном вознесении — Мирадж. «Я спросил Джибрила об этом доме, Аль-Байт Аль-Мамур, и он ответил: это дом наполненный. Каждый день в него входят 70 тысяч ангелов, которые уже никогда не вернутся в него после того, как выйдут оттуда». Приводят Аль-Бухари и Муслим. Черный камень однажды был расколот. Когда-нибудь задумывались, как черный камень оказался в серебряной оправе? Оказывается, камень пострадал в средние века от рук секты карматов. Они объявили хадж актом суеверия. Для большей убедительности они убили десятки тысяч паломников и выбросили их тела в родник Замзам. Но даже такого чудовищного поступка им оказалось мало. Эти безумцы похитили черный камень. Никто не мог заставить их вернуть камень на место, пока они сами не сделали это через 22 года. Его привезли разбитым. Серебряная оправа удерживает камень в целости и не дает ему распасться на части. Историки говорят, что найдены не все фрагменты камня. Вначале Кааба не была в форме куба. Да, именно так. Самый знаменитый куб в мире начинал строиться как прямоугольник. Итак, изначально постройка вбирала в себя и полукруглый участок, известный как Хиджр-Исмаиль. За несколько лет до начала пророчества Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, курайшиты решили перестроить Каабу и использовать для этой цели только чистые деньги. Исключался доход от азартных игр, грабежа, проституции, ростовщичества и тому подобного. Только представьте, как сильно арабы погрязли в грехах, если во всем огромном торговом городе не нашлось денег на восстановление Каабы до ее первозданной величины. Курайшиты согласились на меньшую версию Каабы, но чтобы обозначить исконный размер дома, они возвели небольшую стену из глиняного кирпича, названную Хиджр-Исмаиль. В конце жизни пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, намеревался воссоздать Каабу, но не успел воплотить желаемое. В общем, если паломник совершит намаз в этом месте, то можно считать, что он помолился внутри Каабы. Мусульмане не поклоняются ни Каабе, ни черному камню. Часто можно услышать такой вопрос: почему мусульмане поклоняются Каабе? Другие спрашивают, правда ли, что мусульмане поклоняются черному камню? Ответ на эти вопросы одинаков. Никто из мусульман не поклоняется ни Каабе, ни черному камню. На самом деле черный камень лишь служит указанием, откуда должен начинаться обход вокруг священного дома, не более. Также и Кааба указывает мусульманам, в какую сторону нужно повернуться для совершения намаза. Когда Умар, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, обходя вокруг Каабы, поцеловал черный камень, то сказал: «Я знаю, что ты лишь камень, не приносишь ни вреда, ни пользы. И если бы я не видел, как посланник Аллаха целовал тебя, то никогда бы этого не сделал». Приводит Аль-Бухари. Таким образом, Умар поцеловал черный камень только потому, что увидел, как пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, включил это действие в обряды хаджа. Следуя примеру пророка, Умар совершал паломничество так, как делал его сам пророк, мир ему и благословение Аллаха. История Каабы — не просто интересный рассказ из нашего прошлого. Этот дом — важнейшее место для всех мусульман, где бы они ни находились. Как минимум 5 раз в день верующие направляются телом в сторону Каабы при совершении намазов. И подобно тому, как все мусульмане едины во время намаза, им нужно научиться быть едиными и в жизни, объединившись на правильных вероубеждениях и правилах.